Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Актуальные вопросы социально-экономического развития страны обсудил Аслан Бжаня с правительством республики. Что сделано в рамках государственной целевой жилищной программы и кто может претендовать на участие в ней в 2023 году? О работе Сухумской поликлиники моряков. Обеспечена ли она кадрами и какие услуги предоставляет населению? Президент Аслан Бжаня провел еженедельное совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба. Глава государства отметил, что необходимо подвести итоги 2022 года. На совещании обсуждался и вопрос, связанный со строительством в Гагре спорткомплекса, аналогов которого в Абхазии нет. Комплекс будет построен частными лицами и передан в дар государству. Аслан Бжаня сообщил, что 24 января состоится итоговое расширенное заседание, ключевыми вопросами которого станут вопросы экономики, социальной сферы, а также точки роста. Президент поручил участникам встречи усилить взаимодействие в работе правительства и парламента. Нам необходимо подвести итоги прошедшего года. Предлагаю подведение итогов расширенное провести в следующий вторник с приглашением глав администрации сел. Александр Золотинскович, нужно будет вам подготовиться к этому, а потом уже в процессе работы, может быть, подключиться, будут вопросы к некоторым министрам и так далее, с тем, чтобы мы дали объективную информацию по тому, что мы сделали и какие у нас планы на 2023 год. 2023 год будет решающим в том смысле, что эти 2 года мы проводили, на мой взгляд, масштабную работу подготовительную. В основном это было связано с созданием базовых документов, в том числе межправительственных, по нашим крупным проектам, которые в этом году должны перейти в практическую плоскость. Надо будет информировать нашу общественность, какие у нас могут быть приоритеты, точки роста, и с чем мы будем идти в 23, 24 и 25 год. Это надо сделать, потому что люди интересуются. Стесняться нам не надо. Необходимо обозначить болевые точки, то, что нам не удалось, проблемы, которые решить. Если мы грамотно к этому мероприятию подготовимся, используем научный метод, сравнительный анализ того, как было и то, что есть, ну, наверное, у нас есть что сказать людям. Но этого мало, безусловно. Надо идти дальше, больше. Время требует динамики. Люди хотят жить хорошо сегодня и сейчас. Это все понятно. Январские праздники, они были с одной стороны праздники, с другой стороны у меня лично было много встреч. Вы знаете о том, что здесь руководитель министерства находился на территории Абхазии, и за пределами Абхазии были встречи, связанные с подписанием межправсоглашения об инвестиционной деятельности российских компаний на территории Абхазии, об избежании двойного налогообложения. И ключевой вопрос – это вопрос нашего аэропорта и газификации. Поэтому все эти вопросы, все эти разговоры должны нам дать какой-то результат. Времени мало, надо будет действовать очень динамично. Это первый вопрос, к которому мы должны подготовиться. Следующее мероприятие, которое мы должны провести, это была моя инициатива, когда я находился в Москве. У меня была встреча в посольстве с бизнесменами, уроженцами Абхазии. Это люди все, без исключения, которые имеют абхазское гражданство, преимущественно это этнические абхазы. Мы договорились провести встречу здесь у нас 10 февраля. Значит, первое, все должны быть проинформированы, все приглашенные должны знать о том, что мероприятие будет заблаговременно Джинсух. Кто-то может не прийти в силу разных обстоятельств. Это тоже будет формировать наши взаимоотношения. Они все имеют здесь, в Абхазии, скажем так, определенные проекты.
Народному поэту Абхазии Мушни Ласуре исполнилось 85 лет. Президент Аслан Джаня принял Мушни Таевича. Поздравляя юбиляра, глава государства пожелал ему крепкого здоровья, долголетия и успехов в творчестве. Президент и поэт говорили о мировой литературе, о вопросах развития государственного абхазского языка. Аслан Джаня отметил, что российско-абхазский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, предусматривает содействие стратегического партнера и в этой проблеме. Глава государства подарил юбиляру памятные монеты Банка Абхазии серии «7 святилищ». Ауахамек бижбайо образ рылбха бубха анша ефитат шкурга фичат абзалат абзалаха Министр иностранных дел Инал Арзанба встретился с представителями международных неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в Республике Абхазия, сообщает медиацентр МИД. В ходе встречи представители МНПО выступили с докладами об итогах деятельности за 2022 год и рассказали о предстоящих планах. Кроме того, обсуждались различные аспекты двустороннего взаимодействия. По итогам встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере определения приоритетных направлений проектов МНПО. Отмечена важность соблюдения исключительно гуманитарного подхода при осуществлении деятельности. При поддержке Министерства иностранных дел запускается новый проект «Многополярность». Его цель – фиксировать тренды в глобальной политике и информировать о событиях меняющегося международного порядка. В рамках проекта запланирован цикл интервью с экспертами по наиболее актуальным вопросам мировой политики, а также собственная исследовательская работа. Автор проекта – журналист, международник, помощник главы МИД Абхазии Эдгар Гвазава. Проблема обеспечения жильем существует в Абхазии, как и во многих странах мира. При этом с 2019 года в республике функционирует государственная целевая программа на выделение финансовой помощи по приобретению жилплощади. Что сделано в рамках программы и кто может претендовать на участие в ней в 2023 году, расскажет Лаура Капш. В мирном митинге приняли участие молодые, многодетные, малоимущие семьи, а также семьи инвалидов войны. Митингующие обратились к правительству с просьбой помочь в решении их проблемы. Собравшиеся также хотят, чтобы в состав Государственной комиссии по рассмотрению заявлений по целевой программе «Жилище-2023» входил их представитель. Яхабрасайра закысяму бубрёб, сараста чаропа кваш сахримо, насыпшмак хотика и бишрачау макаим цасарги джаба квазбазую, а инвалида такуж дахзишто бьян дныжны джараусура, царто положение хамадзам, а хочима звитсымоп, чкуна затрик и джазгапсвисымоп. Арза халала шцахима джаракар. Арза хал сараса брыцхаеб, сынтазу бысқаняла и цахана хасна сахина цаз сахниз, вообще их джаргер бадзам. Я бала и цеярбан категорию шизанаква. Сарасаб игей бишрадут заги Энсозги убускан гидала хон рейбишре гидала хон дагибурган дырдырует Борис Хетсияха. Между тем, на проблему обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия обратили внимание еще в 2019 году. Тогда были запущены две целевые программы. Первая программа подразумевала финансирование в размере 10 миллионов рублей и была безвозмездной. Вторая «Жилище-2021» подразумевала финансирование в размере 30 миллионов рублей и была частично возвратной. По программе «Жилище-2021» в 2019 году было одобрено 42 заявления, а по невозвратной программе было одобрено 12 заявлений. В 2020 году данные программы не функционировали из-за пандемии. Хочется подметить, что из 42 заявителей только 4 добросовестно ежемесячно оплачивали на основании заключенных ранее соглашений. Но эта оплата тоже, в принципе, продлилась несколько месяцев. Ввиду того, что категории они были сложными, то есть социально незащищенными, наиболее нуждающимся, конечно, оплачивать им было тяжело. То есть с возвратами были определенные проблемы ввиду того, что не было у людей возможности. В 2021 году, ввиду того, что
число заявлений наиболее незащищенных слоев населения на социальном возросло, было принято решение об объединении двух программ в одну и сделать данную программу невозвратной. И по указу президента, значит, в 2021 году была предоставлена в виде льготы полного освобождения от уплаты ранее одобренных заявлений. В 2021 году было рассмотрено 50 заявлений, в 2022 году 51 заявление одобрено, 83 заявления отказано. Причина, значит, это отказа является либо наличие жилплощади, либо ранее заявителям была предоставлена жилплощадь. Получить статус участника государственной целевой программы «Жилище-2023» могут следующие категории граждан. Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, семьи погибших в Отечественной войне и при исполнении служебных обязанностей, многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести. В пункте «Многодетные семьи 3 и более» приоритет при рассмотрении отдается у кого 5 и более детей. То есть поэтапное рассмотрение по многодетным. Вот на сегодняшний день, значит, на 2023 год Кабинетом министров программа одобрена о продлении срока действия включительно до 2025 года. Финансирование в 2021 году составило 40 миллионов, в 2022 году аналогично 40 миллионов. Но было принято решение об увеличении финансирования данной программы на 2023 год в размере 60 миллионов. То есть общая сумма составляет 60 миллионов, соответственно, увеличилась на 20 миллионов. Стоит отметить, что программа не предполагает выплату средств на руки заявителю. После одобрения получатель находит подходящее жилье и составляется договор купли-продажи. Комиссия рассматривает заявление, принимает решение о выделении финансовой помощи. Размер финансовой помощи он прописан в программе. После чего, когда заявитель становится участником данной программы, ему выдается выписка из протокола, то есть все заседание комиссии оно ведется протоколом, выдается сертификат, где указана сумма, выделенная данному заявителю, после чего сам заявитель вправе на территории Республики Абхазия найти себе подходящую жилплощадь в рамках данной суммы, приобрести его, заключить договор купли-продажи с продавцом, после чего он обращается к нам в Министерство социального обеспечения. Мы все соответствующие документы направляем в Министерство финансов, где происходит оплата непосредственно продавцу жилплощади. То есть мы на руки деньги никому не выдаем. Данная программа очень важна, и к нам каждый день приходят люди, чтобы узнать более подробную информацию и подать документы на рассмотрение, говорит Ромео Черкезия. Конечно, люди нуждаются в жилплощади, они, обращаясь к государству, надеются, что вот они сегодня обратились, завтра им будет предоставлена жилплощадь, но, к сожалению, учитывая возможности финансового нашего государства и учитывая то количество заявлений, которое у нас сегодня есть, естественно, это все так быстро не бывает, это тяжело. Конечно, необходимо ждать, и только набравшись терпения, можно дождаться результата и как бы уже приобрести определенную жилплощадь. По госпрограмме «Жилище-2022» было одобрено 51 заявление, в том числе и заявление семьи Беслана Киот. Беслан работает в строительной компании, вместе с супругой они воспитывают 3 сыновей. Один из мальчиков инвалид. Благодаря госпрограмме семья смогла приобрести собственную 3-комнатную квартиру. Сахне документ, это хз перечень сыртын, я изганы, я халасас марбакзава. Шупсик нюцкала аватах сай яхкобхоз яхай яхналоз хвика хочка хара сыбшмасара ну иманшалаз хватах хвадагзмаз аватах ахор зухна яхац храйт А параша ашурты? Нызык нызыки нам тази шапнагази ширхазала
документ канал Ахцаневс, уя комиссия хасит, яхтарцайт, яхтахачко, яхтахамачко, ус аватахалхна ханхон, и уже хатуатахаму да хайбургот и ахмедкара руководство табу парахот. Хараги соцзащита, программа, я сейчас газ, табу идут за на, вы сама цараса узам, и рачевингир ход, бас чкоб, ахмедкара зигизигрыз храраха, виза возможность ахо дара зибзиоб, хочела на зиги разных озруху маха, хочела юбар пиоб, и шизходсуа. Также по госпрограмме были выделены средства на приобретение жилья для многодетной матери Рузаны Гочуа. Рузана не имеет постоянной работы, дети пока находятся у бывшего мужа. Ну, как только вот эта программа вышла, и сразу написала заявление. Можно сказать, самые первые, кто написали, это я. Сколько вы ждали и с какими проблемами вы столкнулись? Ну, проблем не было, просто вот не можем найти это жилье, за миллион очень тяжело найти. То есть, получается, сразу не откликнулись и Да. никаких проблем? Да, проблем не было. Ждали долго, но наконец-то выделили. Я очень благодарна им. Спасибо им за эту возможность, государство. Всем спасибо большое. Тимур Басария – отец 5 детей. Вот уже более 20 лет со своей семьей проживает в съемной квартире. Он инвалид детства 2-й группы, нигде не работает. Благодаря программе в 2023 году семья сможет приобрести собственное жилье. Я семья погибшая. Мой отец погиб во время 92-93 годов нашей войны в Сухумском батальоне. Я сам инвалид детства, у меня 5 детей. Младший мой сын инвалид тоже, он сейчас лечится, у него лейкемия, то есть рак крови. За программу мы узнали в 2019 году, обратились, подали документы. И вот сейчас в 2022 году меня позвали, выделили сертификат на 1 миллион рублей. И обещали, что до конца вот сейчас января 2023 года уже мне, то есть оплатят, и я уже могу взять жилье и перейти со своими детьми. Пока мы в съемной, но ждем, надеемся, сертификат уже дали, все нормально. Дай Бог, чтобы все также получили. Надеюсь, у кого дети, вы все получите, не переживайте. То есть это реально. Я получил сертификат. Правда, с собой не имею, я бы показал его. Но я правда получил, жду. То есть у вас никаких проблем с этим не было, да? Не было, меня позвали, я подписал, получил в руки и все просто ожидаю. И постоянно они со мной на связи, то есть все хорошо, все прекрасно. Государственная целевая программа «Жилище-2023» предполагает безвозмездную выдачу средств на приобретение жилья. На заявителя полагается 500 тысяч рублей и на каждого члена семьи еще по 100 тысяч, но не более 1 миллиона рублей на одну семью. При создании программы были учтены возможности государства и средняя ценовая категория жилья по стране. Лаура Капш, Амра Зарандия, Алексей Баструков, Рамо Камке, Абхазское телевидение. В последние 2 месяца в Сухумскую инфекционную больницу обращалось до 200 человек в день. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел рабочее совещание в медучреждении. Во встрече приняли участие начальник управления здравоохранения администрации города Сухум Ирма Воба, главврач больницы Астамур Гуня и помощник министра Роланд Гамисония. Все подробности в репортаже пресс-службы Минздрава. В последние 2 месяца медики Сухумской инфекционной больницы испытывали большие нагрузки ввиду обострения сезонных заболеваний. Ознакомиться с текущим положением дел в больнице, медикаментозным обеспечением и условиями содержания пациентов приехал министр здравоохранения Эдуард Будба. Очень большая нагрузка легла после ковида на инфекционную больницу города Сухум. Все граждане Республики Абхазия, невзирая в каком городе они прописаны, они приезжали по необходимости в инфекционную больницу, если им нужна была эта рода помощь оказывать инфекционной направленности без ковида. Поэтому все граждане, которые сегодня поступают в это лечебное учреждение, город берет ответственность за стационарных больных. Мы со стороны Минздрава также
помощь оказываем амбулаторному звену. Были периоды, когда до 150 амбулаторных пациентов поступало в данное лечебное учреждение. И все они обслуживались абсолютно бесплатно. Никто не ходил ни в аптеке, ни за какими-то препаратами. Здесь наши коллеги обеспечивали всем необходимым, вот и горздрав, и город. И все это совместными усилиями было вот это все сделано. Тут все нацелено на благо наших граждан, невзирая, с какого района они приехали, они должны получить квалифицированную медицинскую помощь в данном лечебном учреждении. В пору сезонного гриппа в день в больницу обращались до 200 человек. Благодаря поддержке администрации Сухума и Минздрава пациенты медучреждения получают бесплатное лечение, рассказал главврач Астамургуния. Вместе с тем наметилась необходимость увеличения числа кадрового состава. Основное 90% мы снабжены всеми лекарствами, это что касается стационара. А что касается амбулатории, тоже в основном снабжает нас Минздрав, и они тоже не покупают у нас лекарства. С кадрами, конечно, тяжело. Вы знаете, очень было тяжело, особенно когда по 150 и до 200, наверное, человек доходило в сутки. Это вот во времена, постковидные времена, это когда была и кишечная инфекция в летнее время, потом в зимний сезон гриппа. Очень тяжело было сотрудникам, докторам, медсестрам, санитарам, очень тяжело было. Вплоть до того, что на одну медсестру приходилось 30 детишек. Это очень сложно, 30 детей обслужить, прокапать и все остальное сделать. Как-то справляемся пока, хотелось бы, конечно, чуть, да и докторов, и медсестер, и санитаров, чуть увеличить количество и штаты. К этому мы идем. В этом вопросе свою эффективность показала ротация кадров из России, отметил Эдуард Будба. Мы этот опыт уже тоже в этом году будем использовать, уже ведем переговоры. Если будут такие наплывы, то будем привлекать наших российских коллег. Они с большим удовольствием, мы слушаем отклики, они там общаются. Очень с большим удовольствием готовы повторно приехать в республику. Главврач сообщил, что недавно за счет помощи руководства столицы были отремонтированы несколько палат и санузлы на первом и втором этажах. Также была отремонтирована кухня для детского отделения. После совещания Эдуард Будба проведал пациентов, поинтересовался их состоянием здоровья. حمو أتشيز أباسيو أبطلدو أو يردو شخص كستان أبلح палата заверхом Питаву. Огромное спасибо такому человеку, врачу и персоналу, и тому, что шанс нукло и спонсоры. В приоритете у врачей и руководства лечения детей и обеспечения подрастающего поколения всем необходимым. До 17 января все палаты были полными. С сегодняшнего дня картина начала меняться, что не может не радовать маленьких пациентов. Полечили тебя? Да. Доволен? Доволен. Это благодарность. Какие жалобы могут быть? Спасибо вам огромное. Мы не просто так спрашиваем, мало ли. Эдуард Будба также проверил работу лаборатории. Астамургуния сообщил, что в день специалистами проводится до 40 исследований. Он также отметил, что недавно было закуплено новое современное оборудование, но есть проблема с закупкой реагентов. Глава Минздрава заверил, что ведомство сделает все возможное, чтобы помочь в этом деле. Особое внимание Минздрав уделяет бесперебойному обеспечению электроэнергии всех государственных учреждений страны. Сегодня больницы, включая городскую инфекционную, оснащены дизельными генераторами, которые в течение десятков часов поддерживают медучреждения. Наш следующий сюжет о Сухумской поликлинике моряков. Здание, в котором она расположена, было построено в 1903 году. Тогда здесь размещалось Российское общество пароходства и торговли. Поликлиника открылась в советское время, обслуживала она сотрудников пароходства. Медучреждение славилось высокопрофессиональными специалистами, поэтому сюда приходили за помощью и горожане. О работе поликлиники, обеспечена ли она кадрами и какие услуги предоставляет населению, в репортаже Рады Чичава. Красивое старинное здание с куполом на центральной набережной, аккуратно против морского порта. Сухумская поликлиника моряков. По словам главного врача Лоры Килосония, поликлиника обслуживает порядка 10-15 человек в сутки.
Здесь работают специалисты самых разных направлений. Есть лаборатория, физиокабинет, кабинет электрокардиограммы. Так, поликлиника работает с 9 до половины первого. У нас в поликлинике следующие специалисты: акушер-гинеколог, который ведет беременных, гинекологических больных, стоматолог, терапевт, невропатолог, эндокринолог, лор-врач, кардиолог, узист и гастроэнтеролог. Внутривенные, внутримышечные процедуры делаем. Есть отдельно процедурный кабинет у нас. Пациентами поликлиники в основном являются сотрудники абхазского пароходства. Но Лора Киласоня рассказала, что врачи никогда не отказывают в приеме и помогают каждому жителю или гостю Абхазии. Когда была эпидемия ковида и проводилась вакцинация, нас подключили к вакцинации подключили, и мы брали на себя всех, кто звонил нам, кто приходил к нам на вакцинацию. И мы больше 1000 человек обслужили, провакцинировали. Поликлиника находится на балансе абхазского морского пароходства. Заработные платы и все нужды медучреждения оплачиваются за счет финансов данной организации. Несколько лет назад лабораторию поликлиники отремонтировали, в порядок привели часть кабинетов, а в прошлом году коллектив пополнился несколькими молодыми специалистами. У нас кардиолог, молодой специалист, эндокринолог, лор-врач. К нам в этом году пришла еще одна стажерка, которая в будущем планирует стать окулистом. Сейчас она проходит практику у нас по терапии тоже. Гастроэнтеролог у нас очень хороший молодой врач, который делает и УЗИ одновременно. Мы довольны. И мы довольны ими и как врачами, знающими, опытными, умными, и просто как людьми, потому что у них очень доброе, теплое отношение к пациентам. Сабина Джопова – молодой врач общей практики. Она училась в подразделении Крымского федерального университета, медицинской академии имени Георгиевского по специальности «Лечебное дело». На данный момент Сабина проходит здесь практику. После окончания университета я решила вернуться, поработать в поликлинике, чтобы посмотреть, лучше узнать, какие специальности у нас недостаточные, где требуется больше кадров, получше узнать медицинскую работу, сферу, вникнуть более и выбрать себе специализацию, более узкую специализацию. Я решила вернуться для того, чтобы помочь, потому что у нас, можно сказать, постоянная нехватка кадров, поэтому я решила, что могу быть полезна в своей стране. Сабина склоняется к профессии офтальмолога. По завершении обучения она собирается вернуться в родную страну. Склоняюсь я к специализации офтальмолога. Надеюсь на то, что выучусь на офтальмолога. Обязательно вернусь. Хотелось бы вернуться в данное учреждение, потому что мне очень нравится поликлиника, коллектив. У нас очень теплый, дружный коллектив. Отдельная гордость поликлиники – лаборатория и врач-лаборант с колоссальным опытом работы. Я работаю с 1973 года здесь. Лаборатория, клиника и биохимия. Полностью мы все почти делаем. То, что у нас в городе делается, мы тоже делаем. У нас все виды анализов есть. Сухумская поликлиника моряков работает 5 дней в неделю с 9 утра до половины первого. Рада Чачава, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. С 18 января вступает в силу новый график ограничений на поставку электроэнергии с Ингургэс. Как сообщает пресс-служба Черноморэнерго, время ограничения подачи электроэнергии в ночное время суток увеличено с 2 часов до 3. Это обусловлено снижением притока воды в водохранилище. График ограничений по перетоку электроэнергии из России остается без изменений. Также сообщается, что в зависимости от ситуации в энергосистеме возможны корректировки графика. Не исключены отключения на подстанциях и вследствие перегруза системы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 18 января на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 10 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.